Вы смотрите «Актуальное интервью». В студии Валерия Наумова. Здравствуйте. С 2022 года Пенсионный фонд начал предоставлять отдельные меры поддержки, которые раньше оказывали органы социальной защиты населения. Сегодня поговорим о выплатах, положенных семьям с детьми. Гость нашей студии Георгий Степанов, управляющий отделением Пенсионного фонда России по Республике Саха-Якутия. Георгий Михайлович, здравствуйте. Здравствуйте. Расскажите, пожалуйста, о правилах получения выплаты. Их смогут получить все семьи с детьми или все-таки есть какие-то ограничения? Вот как вы сказали, мы с января реализуем новые полномочия, которые нам переданы с органов социальной защиты. Но сегодня я бы хотел рассказать нашим телезрителям о новых выплатах, которые у нас начнутся выплачивать с мая месяца. Указом президента Российской Федерации и на основании закона нашей республики введены абсолютно новые выплаты для семей с детьми с низкими доходами, которые воспитывают детей в возрасте от 8 до 16 лет включительно. Сегодня аналогичную выплату получают семьи с низкими доходами, где воспитываются дети от 3 до 7 лет. И то есть в данном случае расширили возрастной горизонт. Естественно, по нашим расчетам, более 42 тысяч якутских семей будут иметь право на эту выплату. Но, как я уже сказал, основное требование – это семьи с низкими доходами. Эта выплата, она будет адресная. Соответственно, мы будем проводить именно такую целенаправленную работу. А когда и как можно будет подать заявление на данную выплату? Как я уже сказал, у нас выплаты начнутся с 1 мая. Заявление мы тоже начнем принимать с 1 мая. Есть 3 способа подать заявление. Конечно, самый удобный, самый быстрый, экономичный для заявителей способ – это портал государственных услуг. Через портал государственных услуг можно подать заявление. Ну и остаются, конечно, наши традиционные каналы общения с нашими клиентами. Это непосредственно в клиентские службы Пенсионного фонда по месту проживания или же, в офисы «Мои документы» многофункционального центра. И здесь необходимо отметить, что сами выплаты будут установлены с 1 апреля. Таким образом, если в мае подает человек заявление, и если мы принимаем положительное решение, и если по состоянию на 1 апреля ребенку исполнилось 8 лет, семья получит доплату за апрель месяц. То есть за 2 месяца мы сразу сделаем выплату. Но заявление мы начнем принимать с 1 мая. А какой размер выплаты будет составлять? Размер выплаты тоже будет разный, дифференцированный. Вообще надо сказать, что в истории, в современной истории социальной защиты России ввели абсолютно новые правила выплат. Раньше все выплаты у нас были в твердом размере, да? Или это прожиточный минимум, или твердый размер. Но размеры этой выплаты будут зависеть от доходов конкретной семьи. И установлены 3 градации. Это 50% от прожиточного минимума ребенка на семью, на ребенка, 75% и 100%. А на сегодня я хочу сказать, что прожиточный минимум на ребенка у нас установлен по северной группе районов, это больше 23 тысяч рублей, а по городу Якутску и Центральному это более 19 тысяч рублей. То есть чем ниже доход семьи, среднедушевой доход семьи, тем больше будет выплата. Понятно, да? Поэтому это дифференцированная выплата, это адресная выплата, и она будет выплачиваться не просто так семье и на ребенка, а будет выплачиваться в зависимости от конкретной ситуации, от конкретных доходов. Главная цель этой выплаты – довести среднедушевой доход семьи с детьми до уровня прожиточного минимума. Вы уже упомянули, что на момент подачи заявления, если вдруг ребенку исполнится 8 лет, то будет произведен перерасчет. А если вдруг семья подаст заявление позже 1 мая, будет ли в этом случае какой-то перерасчет? Да, хороший вопрос, Валерия.
1 мая – это не панацея, это не священная корова. Основными правилами установлен переходный период до 1 октября. То есть семьи с детьми могут подавать заявление до 1 октября с тем, чтобы, сохраняя при этом право получать эти выплаты с 1 апреля. То есть, пример, в марте этого года ребенку исполнилось 8 лет, семья написала заявление 1 сентября, мы примем в сентябре решение, но выплату мы осуществим за 6 месяцев, то есть с апреля по сентябрь. Поэтому переходный период до 1 октября всем семьям, которые нуждаются в этих мерах, они должны иметь это в виду. Все те заявления, которые мы получим с 1 октября, по ним будут меры назначаться с месяца подачи. То есть, достаточно длительный период, 6 месяцев, да, до 1 октября. Я думаю, все наши якутские семьи, где воспитываются дети и где низкий уровень дохода, они успеют подать. Поэтому, в принципе, можно и не торопиться. А на какой срок назначается выплата? Значит, указанные меры социальной поддержки назначаются на 1 год. И они подлежат обязательной индексации каждый год с 1 января. По прошествии 12 месяцев с даты установления, да, потому что выплата может быть установлена и в мае, и в октябре, и в декабре, по истечении 12 месяцев семья тоже должна повторно подтвердить свои доходы. Потому что за этот год может ситуация поменяться же, доходы могут повыситься или наоборот понизиться. Тогда мы пересмотрим размер пенсии. Вначале мы назначили на каждого ребенка выплату в размере 50% от прожиточного минимума. Если у семьи падают доходы, упали доходы в течение 12 месяцев, мы сделаем выше. Или 75% будет выплата от ПМ на ребенка прожиточного минимума, или все 100%. А есть все-таки одинокие родители, которые уже получают пособие на детей от 8 до 17 лет. Могут ли они подать заявление в мае и получить 2 выплаты? Да, вот аналогичную выплату сейчас получают одинокие родители, как вы сказали. Им тоже установлено на 12 месяцев, но эти родители имеют полное право с 1 мая, значит, написать заявление на новую выплату. Также эти родители имеют право продолжать получать эти выплаты. То есть одна выплата не перекрывает вторую выплату. Поэтому здесь все зависит от волеизъявления семьи или родителя, в данном случае одинокого, который продолжает эту меру. Он может дополучить уже в прошлом году установленные выплаты, а потом со следующего месяца подать заявление на новые выплаты. А что насчет многодетных семей? В семье, где 3, например, детей, там будет 3 выплаты? Да, необходимо всегда иметь в виду, что выплата устанавливается на каждого ребенка. То есть, допустим, вот семья из 5 детей, проживающая в городе Якутске, семья с 5 членами, 5 членов семьи, родители и 3 детей, да, если у них доход, проживающие в городе Якутске, где прожиточный минимум там чуть более 18 тысяч, они получают доход менее 93 тысяч, у них на каждого ребенка будет установлена выплата в размере, допустим, минимально 9,5 тысяч рублей на каждого ребенка. А в случае, если у них будут совсем низкие доходы, допустим, один родитель вообще не работает, то эта семья может рассчитывать на выплаты на каждого ребенка в размере даже 19 тысяч. То есть 100% прожиточный минимум на каждого ребенка. Георгий Михайлович, давайте продолжим нашу беседу. Расскажите, пожалуйста, какие доходы семьи учитываются? Значит, доходы, конечно, это зарплата, это пенсии, это алименты, это доходы от предпринимательской деятельности. То есть, в принципе, с кругом, с перечнем этих доходов якутские семьи знакомы. Да? Вот аналогичные правила действуют для выплат детям от 3 до 7 лет, для одиноких родителей. То есть все, что за исключением социальных пособий на детей, все это учитывается в доходе.
Необходимо отметить, что доход у нас рассчитывается до уплаты подоходного налога, да, то есть начисленная сумма. Каждая семья может проверить свои доходы путем формирования запроса, допустим, того же 2 НДФЛ, да, формы 2 НДФЛ в своем кабинете налогоплательщиков. И второй момент, кроме доходов еще учитывается и имущественный ценз. То есть если у семьи 3 квартиры, то понятно, что эта семья не может претендовать на эту выплату, да, потому что квартира, дачные дома, жилые дома, транспортные средства, моторные лодки, они все будут учитываться. А есть такое понятие нулевого дохода. Расскажите, пожалуйста, подробнее про это правило. Значит, есть правило нулевого дохода, которое распространяется на членов семьи, у которых не было дохода по уважительным причинам. Вообще, для того, чтобы получать указанные меры социальной поддержки, каждый член семьи, подающий заявление, должен подтвердить свой доход. Если семья не имеет уважительных причин, по которым они не получали дохода, то эта семья прав на эти выплаты тоже иметь не будет. Да? То есть нужно подтверждать свои доходы. А исключения делаются для родителей, для женщин, которые сидят по уходу за детьми до 1,5 лет. Исключения делаются для военнослужащих, которые проходят срочную службу. Доход могут не подтвердить значит, люди, которые состоят не более 6 месяцев на учете по безработице, да? Люди, которые находятся в местах не столь отдаленных, их доход тоже исключается. Поэтому есть исчерпывающий перечень доходов, который можно не учитывать при подсчете среднедушевого дохода. Также в этот перечень не входят значит, лица, которые относятся к коренным малочисленным народам Севера и которые ведут традиционное хозяйство. Вот это новшество тоже наших основных правил, наших выплат, которые мы начнем, вот как я уже сказал, выплачивать с 1 мая текущего года. Георгий Михайлович, спасибо вам большое, что пришли, подробно ответили на все наши вопросы. Благодарю вас. Спасибо вам. Ну, я напомню, что вы смотрели актуальное интервью. Всего доброго и до новых встреч в эфире.